присутствовать на главном аграрном форуме страны, на выставке «Золотая осень-2012». Именно здесь подводят итоги года. В целом ситуация в растениеводстве вполне приличная. Продолжился рост продукции животноводства, в частности свиноводства и птицеводства. Всем желаю всего самого доброго, успехов всем! Вашему вниманию будет представлено поголовье крупнорогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. Мы такое мероприятие проводим ежегодно, проводим каждый день работы выставки, час дня, поэтому приглашаем всегда посетителей, кому интересно это послушать и посмотреть. На нашей выставке представлено более 170 предприятий, учреждений, организаций, которые занимаются племенным животноводством в нашей стране. Конечно, их тысячи, но лучшие из них представлены на нашей выставке, достойно представляют все направления работы. Всего у нас на выставке 31 предприятие показывает молочных коров. 31, 62 животных, 62 коровы. Значит, основную массу в молочном скотоводстве страны занимает чернопестрая порода. Более 57 молочного скота выведено в нашей стране давно. Она распространена, повторяюсь, практически во всех регионах, до Дальнего Востока включительно. Это типичный скот молочного направления продуктивности. Главная цель его. Средний показатель надоя молока по породе 5500. Можно говорить о том, какой уровень поголовья представлен у нас на выставке. В нашей стране разводятся и породы другие чернопестрого скота. Среди них отечественная порода, выведенная в Архангельской области, холмогорская. Холмогорская порода, значит, 30-е годы прошлого столетия, будем говорить, в Архангельской области выведена и сегодня имеет распространение в целом ряде регионов страны. В том числе достаточно широко представлена в Республике Татарстан. Республика Татарстан серьезно занимается этой породой, имеет целый ряд репродукторов, в которых, значит, выведен татарстанский тип холмогорской породы. Имеет особенности свои, значит, и они продолжают работать над поголовьем, над его качествами с использованием небольшим прилитием крови галштинского скота для повышения продуктивности. И сегодня Лора из племзавода Кызыл-Юл в Республике Татарстан по третьей лактации у нее надой 7,5 тонн, жирность 4,18% и белок 3,15, вес 615 килограммов. Идеальная корова, которая превосходит многих представителей чернопестрой породы. Спасибо.